29 августа в посольстве России в Абхазии прошла встреча чрезвычайного и полномочного посла Михаила Шургалина с женщинами Абхазии в лице ветерана Отечественной войны народа Абхазии Ларисы Тарба, члена партии Апсны Наиры Амалыя, а также журналистов Изиды Чаня и Нисфы Аршба. Женщины Абхазии в ходе диалога с послом отметили, что большая часть абхазского народа выступает против отчуждения госдачи Пицунда, так как это противоречит государственным интересам Абхазии и ее конституции. Хочу выразить благодарность послу Российской Федерации Михаилу Шургалину за то, что встреча состоялась, и она прошла в дружественной обстановке, где мы могли проговорить все моменты, которые нас беспокоили, не только нас, но и весь наш народ. А мы можем говорить от лица народа, потому что мы часто общаемся и знаем. И самое главное, что мы донесли до посла России в Абхазии, что настроение нашего народа совсем не такое, как он себе представлял. Мнение ветеранов я могла сказать. Я сегодня могу с точностью сказать, что 80-90% ветеранов против продажи недвижимости и отчуждения. То есть вся земля, пропитанная кровью наших ребят, не продается. Я поняла из всей встречи то, что договор подписан, он открыто нам сказал и дал понять, и назвал, что президент, премьер-министр и Совет Безопасности, он с ними говорил, и они подписали документ и согласны с этим документом. Но по ихним словам народ просто обсуждает, но не против подписания этого договора. Мы ему донесли, что с народом надо общаться для того, чтобы знать, что знает народ. И вот мы от народа к вам пришли и сказали, что будут возмущения. Народ в основной своей массе против отчуждения. Посол Михаил Шургалин отметил, что вопрос отчуждения госдачи Пицунда важен для России, рассказала журналист Изида Чаня. На примере данного объекта правительство будет делать выводы о возможности принятия парламентом Абхазии решений о продаже земли и недвижимости россиянам. Посол нам дал ясно понять, что мнение общественности, в общем-то, его не интересует, что его главная ставка и что его главный ориентир на парламент. Парламент он назвал лакмусовой бумажкой, если кто-то читал вчерашнюю информацию в нужной, вы, наверное, это заметили, лакмусовой бумажкой для Российской Федерации, которая по тому, как пройдет голосование по проекту закона о ратификации соглашения, будет судить о дальнейших проектах, которые Россия намерена реализовать в Абхазии. Он говорил о 2 десятках проектов, но назвал конкретно только 2. Он назвал железнодорожный проект и проект аэропорта. И вопрос о Пицунской даче он напрямую увязал с вопросами, которые должны также быть приняты в парламенте. Это вопросы, связанные с землей и связанные с недвижимостью. Он несколько раз подчеркнул, что, вернее, спросил наши отношения, как мы будем реагировать на то, что если в результате того, что мы не подпишем, наш парламент не ратифицирует соглашение, ФСО России покинет Пицунду. Потом он сказал о российской военной базе, могут покинуть российские войска. Но по итогам встречи я все-таки вынуждена констатировать, что посол не оставил пространства ни для каких наших иллюзий, связанных с тем, что вот как бы это вот не правительство России, не высшее руководство России, а вот какие-то олигархи, я не знаю, олигархи или не олигархи, конкретно он не констатировал, но он сказал, что это интерес высшего руководства России. Он аргументировал желание России получить Пицунскую дачу в собственность тем, что, на мой взгляд, очень малоубедительный аргумент, тем, что Путин желает проводить встречи на Пицунской даче, но не как на территории Абхазии, а как на территории Российской Федерации. Во-первых, мы донесли свою позицию до посла. Во-вторых, он все-таки понимает, что мнение общественности
И мнения нынешней власти, они разнятся. И в-третьих, как бы это уже, собственно, мое мнение, я не считаю, что в данной ситуации мы должны апеллировать к послу Российской Федерации. У нас есть президент, который должен защищать интересы нашей страны и нашего народа. А президент России, он, конечно, будет защищать интересы своей страны и своего народа. Открытым назвала диалог с послом член партии АПСН Наира Амалия. Женщинам удалось донести до дипломата чаяния и опасения граждан страны по вопросу возможной ратификации соглашения по госдаче Пицунда. То есть финансирование дачи вот в том виде, в котором есть, то есть они хотят отремонтировать вот эти вот здания, невозможно. Счетная палата сочла, что она не может финансировать эту дачу вот в таком виде. Им для этого нужно соглашение и перенести в собственность эти небольшие здания. Ну, большие и небольшие здания. Мы объяснили, что есть другие пути, есть соглашения, которое выше этого соглашения, межгосударственные договора, что это имеет большую силу, и что деньги можно переправить, там, финансировать этим путем. В общем, у народа один интерес – сохранить земли для будущих поколений. По поводу власти мы объяснили, что у него недостоверная информация. Насколько мы понимаем, в его действиях это прослеживается. Он говорил о том, что вот Аслан Георгиевич Бжаня, именно он попросил встретиться с нами. Я говорю, ну, спасибо ему, но вообще-то он должен нам сказать спасибо, потому что мы пришли вот этот вот накал снять, чтобы у нас не было столкновений в государстве. Ведь и на той и этой стороне наши братья и сестры стоят. Не нужно нам это в Абхазии. Если мы не юристы, мы прекрасно понимаем вот этот документ, вот я с собой ношу, я ему даже показала, в каком виде он у нас. Вот это просто доказательство того, что соглашение было скрыто на полгода. И наша реакция на сегодняшний день именно этим оправдана. Прежде чем выносить судьбоносные вопросы, президент, любой президент, любой страны должен обсуждать это с общественностью. Тем более в нашем маленьком обществе, когда доносятся разного рода слухи. Наира Амалия отметила, что общественностью написано письмо на имя президента Абхазии Аслана Бжания. Просим Аслана Георгиевича Бжаня отозвать из Народного собрания проект закона о ратификации соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, как не соответствующие Конституции Республики Абхазия, нарушающие законы нашей страны, право абхазского этноса и всех граждан Республики Абхазия. Вот здесь заложен весь интерес нашего народа. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ.